Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем мероприятие нашего международного методического семинара «Эффективный учитель для эффективной школы». А сейчас у нас в эфире форсайт-сессия «Региональные практики повышения качества общего образования. Эффективные модели сопровождения школ, участников проекта «Эффективная школа». Позвольте представить спикеров нашей форсайт-сессии. На следующем слайде они у нас обозначены. Первым номером у нас выступит Юлия Алексеевна Соловьева, которая является вице-президентом Союза профессионалов в сфере образовательных инноваций, кандидат экономических наук, доцент. Юлия Алексеевна представляет федерального оператора проекта по поддержке школ с низкими результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. Юлия Алексеевна в своем выступлении обозначит основные направления проекта на федеральном уровне и представит некоторые региональные практики, которые являются наиболее успешными. И далее мы дадим слово Галине Васильевне Подлапушной из Иркутской области, Невонская СОШ номер 2, Усть-Илимского района. Итак, коллеги, желаем нам успешной работы. Я думаю, что сегодня вы для себя найдете тоже интересные идеи, как выстраивать работу в своей образовательной организации по формированию эффективной модели качества образования. Уважаемые коллеги, мы благодарим Юлию Алексеевну за то, что она нашла время для нас такое содержательное выступление записать. К сожалению, не получилось у нее подключиться к нам в режиме онлайн, но тем не менее, если у вас есть вопросы к Юлии Алексеевне, вы можете зафиксировать их во вкладочке «Вопросы», либо на нашей интерактивной панели на сайте Международного методического семинара, и мы, конечно, передадим их Юлии Алексеевне, она ответит, и ответы мы вам направим. Уважаемые коллеги, я думаю, что вы для себя почерпнули много интересных фишечек, как Юлия Алексеевна говорила, да, и сможете их тоже в своей практике применить в своих образовательных организациях. Интересная региональная практика, которая у нас будет представлена далее, она, наверное, больше будет полезна для сельских школ. Вчера мы уже начали обзор практик, связанных с агробизнес-образованием, и сегодня к нам подключается еще один представитель Иркутской области, Галина Васильевна Подлапушная из Усть-Илимского района, руководитель Невонской СОШ номер 2. Она расскажет нам о том, как реализуется практика агробизнес-образования. Галина Васильевна, мы вас приглашаем. Пожалуйста, возьмите слово. Спасибо. Добрый вечер. Рада приветствовать участников. Слышно. Передаем вам слово, Галина Васильевна. Да, все слышно. Вы презентацию сами будете подключать или мы сами? Сами. Спасибо. Вам слово. Добрый вечер. У нас уже не только вечер, но почти уже ночь. Но это не испортило нам настроение. Мы с удовольствием прослушали предыдущие выступления и взяли много для себя полезного. Тема моего сегодняшнего выступления – от модели агробизнес-образования к модели собственной жизни. Наша МОУ Невонская СОШ номер 2 является муниципальным образовательным учреждением Усть-Илимского района Иркутской области. Район приравнен к районам Крайнего Севера. В нашей школе обучается 143 ребенка. Это не самая маленькая по численности детей школа нашего северного района. Есть образовательные учреждения, в которых обучается по 45-50 обучающихся. 44% детей из многодетных малообеспеченных семей, 8% детей с ограниченными возможностями здоровья. Когда-то в нашей школе обучалось 400 обучающихся. Отток населения, низкая рождаемость привели к такому количеству детей. Хотелось бы немного рассказать о нашем селе. Это древнее село, ему 330 лет, расположено в 5 километрах от районного центра на берегу Ангары. В нем имеется амбулатория, детский сад, дом культуры, молодежный спортивный центр и 2 средних школы. Численность населения в настоящий момент составляет 3200 человек. Большинство мужского населения занято в лесозаготовительной отрасли, женщины работают в сфере торговли и обслуживания.
Наша школа довольно хорошо оснащена учебным мультимедийным оборудованием, мебелью, учреждение современный спортивный зал, актовый зал, библиотека, столовая на 60 мест. А с 1 сентября начал работу Центр образования гуманитарного цифрового профиля «Точка роста». Также в нашей школе создан богатый краеведческий музей, который решает вопросы патриотического воспитания. Он лауреат всероссийских региональных конкурсов школьных музеев. Школа полностью обеспечена кадрами, все учителя имеют высшее образование, 47% педагогов высшей и первой квалификационной категории. Но это объясняется тем, что рядом с нами город Устилимск, и когда-то здесь был филиал Иркутского педагогического университета. Это решило наш кадровый вопрос. Сегодня самым важным значимым фактором развития села становится разумно построенная образовательная система сельской школы, способная дать качественное образование, подготовить специалиста, готового психологически и профессионально увидеть будущее своего села и своей деятельностью стимулировать его приближение. Когда-то в нашем селе был богатый совхоз, который занимался животноводством, овощеводством, но, к сожалению, в начале 21 века его не стало. Педагогический коллектив нашей школы считает, что качественное образование на селе – это то, которое влияет на социум. И предъявление результатов гордостью образования должно стать не только сколько выпускников поступило в вузы, но и то, какие преобразования на селе могут сделать выпускники. Чтобы сохранить село, закрепить на селе молодежь, образование не должно соответствовать социальным ожиданиям людей, проживающих в селе, социально-ценностному заказу общества, сельского сообщества, каждой конкретной семьи, конкретного человека, нашего выпускника. Когда мы решили принять участие в реализации концепции Иркутской области по непрерывному агробизнес-образованию, то провели анкетирование среди всех участников образовательного процесса на выявление запроса данного направления. Конечно, мнения были самые разнообразные. Не все сразу приняли идею создания агрошколы, потому что понимали, новое направление добавит много дополнительной работы. К тому же необходимо было начинать все с нуля. Теплица была разрушена, не функционировала на 16 лет. Участок зарос бурьяном, материальная база на нуле. Но, как говорится, глаза боятся, руки делают. Пришкольный участок восстанавливали всем миром. Дети и родители несли семенной и посадочный материал. Администрация села помогала с пиломатериалами. На средства спонсоров мы приобретали орудия труда. Конечно, большую помощь нам оказал Центр агробизнес-образования под руководством Марии Павловны Савелевой и Татьяны Анатольевны Марченко, Институт кадровой политики Иркутской области. Мы прошли курсовую подготовку, подготовили кадры и в 2016 году завершили разработку проекта модели агрошколы «Истоки», защитили его в Иркутске, где нам был присвоен статус пилотной площадки по реализации непрерывного агробизнес-образования. Стратегическая цель модели агрошколы – это обеспечить возможность получения сельскими школьниками образования, соответствующее, конечно, требованиям государственного образовательного стандарта, образовательным потребностям самих обучающихся, социума, прежде всего сельского социума, рынка труда, позволяющего быть грамотными землепользователями. При реализации цели проекта модели агрошколы мы представляем обучающимся возможности получения образования, соответствующего стандартам, изучение предметов агротехнологической направленности, профессиональную подготовку, включение обучающихся в реально-экономические и производственные отношения, но и апробацию себя в различных видах деятельности, прежде всего через профессиональные пробы. Наша миссия – воспитание ученика, способного к добровольному выбору сельского образа жизни, сельскохозяйственного труда, готового умело сочетать трудовую деятельность в сельском хозяйстве с заботливым, бережным отношением к земле. Мы хотим построить школу, в которой развитие детей обусловлено идеей, что учащийся, живя на земле, в селе, должен знать и любить свою землю и быть готовым ее преобразовывать. Был поставлен ряд задач для реализации модели агрошколы. Конечно, некоторые задачи у нас не полностью выполнены, но большинство задач мы выполнили за 4 года полностью. Это осуществили модернизацию содержания образования в плане организации агротехнологической подготовки обучающихся, внедрили новые образовательные технологии,
Разработали, в большем количестве адаптировали программно-методическое обеспечение по агробизнес-образованию. В этом, конечно, нам опять помог Центр агробизнес-образования Иркутской области, Иркутский сельскохозяйственный техникум. Мы ввели профессиональную подготовку для обучающихся уровня среднего общего образования, обеспечили развитие материально-технической базы, конечно, не на 100%, но где-то на 50% у нас обеспечение материально-технической базы есть. Нам обещают, конечно, эту задачу администрации и Министерство сельского хозяйства, и администрация Усть-Илимского района эту задачу к концу 2020 года решить. Мы создали механизм взаимодействия образовательного учреждения с внешней средой по вопросам агротехнологической подготовки. Ну и, конечно, обеспечили готовность педагогического коллектива к реализации агротехнологического профиля обучения. Значит, 8 педагогов из 16 у нас прошли курсовую подготовку по агробизнес-образованию. С самого первого дня мы привлекли к разработке и реализации модели агрошкол как можно больше участников, начиная с детского сада «Журавушка» и также педагогов школы, воспитателей детского сада, родителей обучающихся, социальных партнеров. Как показал анализ, динамика за 4 года положительная. В 2016 году у нас был 161 участник при реализации модели проекта, а вот в 2019 году у нас уже было 308 человек. В первый же год реализации проекта модели агрошколы были налажены партнерские отношения с агропроизводителями, находящимися на территории Усть-Илимского района. Их у нас немного. На территории поселка Нева у нас 3 крестьянско-фермерских хозяйства, но, конечно, главным нашим партнером является ЗАО «Агрофирма Ангара». Значит, руководители агропредприятий оказывают агрошколе помощь удобрениями, землей, семенами, солярками тракторов, участвуют в проведении школы предпринимателя. Работники КФК и агрофирмы «Ангара» проводили нас экскурсии, оказывают консультативную помощь по выращиванию овощей, уходу за животными. А школа готовит для агрофирмы «Ангара» трактористов категории БЦ. Девочки, получая свидетельство по цветоводству, овощеводству, устраиваются на работу в агрофирму. С целью расширения знаний о животноводстве и других отраслях сельского хозяйства мы заключаем соглашение с хозяевами частных подворий. Кстати, это где-то 50% нашего населения имеют частные подворья. Хозяева подворья рассказывают о том, как создать такое хозяйство, об особенностях разведения животных, ухода за ними. Многие наши дети мечтают разводить кроликов, лошадей, иметь пасеку, это очень радует. Для успешной реализации модели агрошколы и организации профориентационной работы мы также заключили договора о сотрудничестве с разноуровневыми образовательными организациями, находящимися в городе Усть-Илимске. На территории города Усть-Илимска 3 техникума, филиал Байкальского государственного университета и лесхоз, с которым мы также тесно сотрудничаем. Конечно, наибольшей популярностью у наших детей пользуется Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий, потому что ребята после его окончания у нас работают в группе ИЛИМ. Реализация модели агрошколы была бы не так эффективна без организации сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями села Нева. Работа проводится по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию, трудовому, эстетическому, который способствует воспитанию детей любви к родному краю, бережному отношению к населению, к наследию прошлого. Все наши партнеры принимают участие в организации проведения двухдневной школы предпринимателя, где первый день ведутся теоретические занятия по бизнесу и праву. Второй день осуществляется выезды на предприятия, занятия в этой школе имеют большое значение для сельских старшеклассников. Не у всех детей после окончания школы будет возможность получить знания по ведению бизнеса, а желание стать индивидуальным предпринимателем может возникнуть в любом возрасте. Здесь пригодятся знания по курсу «Основы предпринимательства», который ведется с 9 по 11 классы. Преподаватели образовательных организаций, представители малого бизнеса, родители участвуют в ежегодных днях профориентации на базе школы и рассказывают о своих профессиях. Обучающиеся школы ежегодно участвуют в неделе профориентации,
профессиональных пробах на базе техникумов. Профессиональные пробы проходят ежегодно. В школе разработана и реализуется программа профессиональной ориентации обучающихся с 1 по 11 класс. Дети пробуют себя в сельскохозяйственных работах в условиях агрошколы. Выращивание, пикирование, уход за рассадой цветов, овощей, высадка рассады в школьную теплицу и на огород, прополка и поливка овощей и картофеля, высадка плодово-ягодных растений. В учреждении создан кабинет профориентации, в котором представлены сведения о профессиях, востребованных государством, в частности в Устилимском районе, в нашем селе. Создана электронная база по выбору профессий. Необходимые изменения, решающие задачи агрошколы, были внесены в образовательную программу школы, в учебный план. В рамках модели агрошколы мы реализуем общеобразовательный компонент, компонент дополнительного образования, научно-исследовательский компонент и, конечно же, агротехнологический компонент. Ведутся факультативные курсы агротехнологической направленности по выбору обучающихся и их родителей. Введены блоки-модули сельскохозяйственной направленности предметы учебного плана, начиная с уровня начального общего образования. Для того, чтобы наши выпускники смогли создать в своем доме комфортные условия, обеспечить себе всем необходимым, управлять своей усадьбой, в 9 классе ведется курс «Хозяин» и, соответственно, «Хозяйка сельской усадьбы». Юноши 10-11 классов получают профессию тракториста категории БЦ. Старшеклассники сами обрабатывают землю на пришкольном участке, оказывают помощь жителям поселка по спашке и уборке снега, получая практические навыки вождения. Надо сказать, что вот только мы в районе даем специализацию, специальности, подготовку тракториста категории БЦ, а в агрофирме «Ангара» используются именно трактористы вот данной категории. Девушки получают профессиональную подготовку художника росписи по дереву. Изделия девушек тоже у нас пользуются в поселке спросом. С учетом возрастных особенностей детей выстроена целостная система непрерывного агробизнес-образования обучающихся с 1 по 11 класс, которую вы видите на слайде. Через районный центр дополнительного образования Устилимского района. Это наши именно Центр дополнительного образования решает важнейшие задачи по агробизнес-образованию. Значит, по каждому курсу дети защищают проекты. По окончании основной и средней школы получают свидетельство дополнительного образования по выбранным направлениям. Очень приятно видеть лица родителей, детей, когда им наряду с аттестатом вручаются еще свидетельства дополнительного образования. В агрошколе разработаны и успешно реализуются проекты «Теплица», «Школьный огород», «Школьный двор», «Цветущий сад», «Огород на подоконнике», «Зеленая школа». Теоретические знания, полученные на занятиях цветоводства, овощеводства, обучающиеся применяют на практических занятиях по выращиванию рассады цветов, помидоров, огурцов, капусты и других культур. Совместно с родителями и обучающимися мы развили школьный сад почти на 50 саженцев. Проект «Школьный двор» – это тоже очень важное направление в нашей работе. Здесь дети применяют знания по ландшафтному дизайну и цветоводству. Вокруг школы разбито 16 клумб, высаживаются, выращивается около 20 сортов цветов, посажены аллеи кленов, акаций, черемухи и яблонь. Ну и, конечно, очень важным проектом является огород на подоконнике, потому что он позволяет ежегодно проводить исследовательскую работу по выращиванию растений. Большое внимание мы уделяем научно-исследовательской деятельности, работе учащихся. На пришкольном участке у нас имеется зона опытической работы детей. Мини-лаборатории пчелка-УО, электронные микроскопы позволяют детям проводить исследовательскую работу на достаточно высоком уровне. Ежегодно в школе проходят научно-практические конференции, на которых ребята представляют свои исследовательские социальные проекты, проекты детей, занимают призовые места на городских и районных конкурсах. Но темы исследования самые разнообразные. По курсу «Основы предпринимательства» обучающиеся 10-11 классов обязательно разрабатывают бизнес-планы, защищают их на школьных и на районных научно-практических конференциях. Но направления разнообразные, дети выбирают их по своим интересам. Разработан для школы бизнес-план «Пришкольный участок», овощехранилище. С прицелом на будущее наши выпускники разработали такие бизнес-планы, как конный двор, досуговый центр села Невод, сельская сыроварня, автомастерская, кафе, пекарня, парикмахерская и другие. Мы уверены, что этим бизнес-планом будет суждено реализоваться.
В школе утверждено положение о социальной практике обучающихся. В течение лета ребята 4-11 классов работают на школьном огороде, а обучающиеся 10-11 классов могут работать в экологическом отряде, который занимается очисткой села, речки, Неванки и исследовательской работой по экологии. На пришкольном участке мы выращиваем картофель, капусту, свеклу, морковь, кабачки, огурцы, другие культуры. Но урожайность вы видите на слайде. Частично овощи и рассаду мы реализуем населению. Вот сейчас как раз у нас самый горячий момент. Просто почти в течение дня у нас подъезжают машины, жители поселка Неван, города Усть-Илимска с удовольствием покупают у нас рассаду цветов и овощей. Но остальное, конечно, поступает в школьную столовую, что делает значительно дешевле школьные завтраки. Это, конечно, было очень важной мотивацией для родителей при организации, при реализации модели награшколы. Вырученные от продажи рассады овощей деньги мы направляем на развитие пришкольного участка, облагораживание школьного двора, покупаем запчасти для тракторов, орудия труда. Первый год у нас доход был очень маленький. Мы заработали всего 5000 рублей. Сейчас он составляет 50 тысяч рублей в год, но пока не достигнут доход 80 тысяч рублей, который был просчитан в бизнес-плане «Школьный огород». Но мы к этому стремимся. Ну, надо отметить, что куда направить деньги, на что направить деньги, решают сами дети. В нашем селе остаются 80% выпускников школы. Ну, может быть, эта цифра вас, конечно, удивит, но у нас выпускников-то мало. Вот в этом году у нас 5 выпускников 11 класса и 12 выпускников 9 класса. И все они выбирают профессии лесопромышленной или энергетической направленности, что соответствует запросу города Усть-Илимска, сферы обслуживания. Но нас радует даже то, что 3 выпускника за последние 4 года поступили в Иркутский государственный сельскохозяйственный университет. И в этом году одна девочка у нас собирается на ветеринарный факультет. Значит, у нашего села есть будущее, и надеемся, что дети осуществят свою мечту, и у них будут свои крестьянско-фермерские хозяйства. По окончании техникумов наши дети обеспечиваются местами на лесопромышленном комплексе в группе «Илим», а часть наших выпускников, имеющих на работу свидетельств по овощеводству и цветоводству, работают в агрофирме «Ангара». Ну, как я уже говорила ранее, востребованы там наши трактористы. Конечно, наше село в выгодном положении. Оно находится близко к городу, и безработицы в нашем селе нет. Но наша основная задача, чтобы наши дети возродили некогда сельское хозяйство в нашем районе. Спасибо. Уважаемая Галина Васильевна, мы благодарим вас за такое содержательное выступление. И я думаю, что наши сельские школы Республики Коми захотят с вами подружиться, да, чтобы перенять вот тот замечательный опыт, который вы сегодня нам продемонстрировали. И я благодарю Галину Васильевну и благодарю, конечно, Николая Аркадьевича Махнева, исполнительного директора национального проекта энциклопедии сельских школ России, который собрал вот такую интересную команду выступающих на нашем международном методическом семинаре, за тот опыт, который вы сегодня нам представляете. И, уважаемые коллеги, я напоминаю, что у нас будут еще коллеги из Иркутской области участвовать в наших мероприятиях. Кейс по сельским школам завтра у нас будет. Там будет у нас и Оренбург представлен, и будет представлена еще и Тамбовская область. Коллеги, если у вас есть вопросы по организации агробизнес-образования, вы можете их обозначить во вкладочке «Вопросы», либо на интерактивной панели нашего международного методического семинара. Мы передадим нашим коллегам, и, конечно, вы ответы на свои вопросы получите. Уважаемые коллеги, мы завершаем работу нашей форсайт-сессии региональной практики повышения качества общего образования. Надеемся, что много полезных идей вы для себя услышали.